Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. События последних 7 дней, условно говоря, поделились на 3 основные новости. В первую очередь, это все, что было связано с рабочим визитом в нашу страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который прибыл в Абхазию для участия в торжественной церемонии открытия нового здания посольства России. Вторая заметная новость этих дней – второе заседание 6-го созыва Народного собрания, который 18 апреля избрал несколько парламентских комитетов. И еще одно немаловажное событие в нашей стране – акция по ранней диагностике онкологических заболеваний, которую провели евразийские организации совместно с нашими структурами. Все, что касается визита Лаврова в Абхазию, много и подробно освещали средства массовой информации. Каждое выступление министра расходилось на цитаты. Журналисты, как местные, так и зарубежных СМИ, общественность, активисты социальных сетей оценивали, что и как было сказано человеком, к мнению которого прислушиваются во всем мире. Двухдневному визиту Лаврова в нашу страну были посвящены десятки материалов корреспондентов АГТРК, в которых подробно рассказывалось о каждой встрече, о каждом вопросе, стоящем на повестке этого визита. В обзорном материале Елены Лолуа мы напомним о главных его событиях. Новая страница отношений России и Абхазии. Так охарактеризовали 4-й визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию российские эксперты. Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту имени Владислава Арзымба вечером 18 апреля. Лаврова встречали тепло и по-кавказски преподнесли рог с вином. Из аэропорта длинная колонна из машин направилась в Сухум, где высокий гость принял участие в церемонии открытия нового комплекса посольства России в Абхазии. Это была главная заявленная цель его визита в Сухум. Величественное здание посольства в самом центре столицы, в первой береговой зоне, строилось более 3 лет. В здании будет располагаться не только посольство, но и консульство России в Абхазии. «Посольство – это 2-й дом», – сказал Сергей Лавров и поздравил дипломатов с новосельем. Абхазия готова активизировать совместную работу по конкретным положениям Российско-Абхазского договора, усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности, скоординированной внешней политики, социально-экономического и гуманитарного развития, сказал на открытии президент Абхазии Рауль Хаджимба. Ваше присутствие на открытии комплекса зданий посольства России и Абхазии, Сергей Викторович, яркое свидетельство тому, какое значение придается руководством России развитию и укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства Абхазии. Мы ценим такое внимание, в частности, усилия Министерства иностранных дел России, направленные не только на развитие, собственно, абхазско-российских отношений, но и укрепление международных позиций Республики Абхазия. Официальные встречи Лаврова прошли на 2-й день его визита. Встреча президента Абхазии с министром иностранных дел России прошла в закрытом режиме и длилась около часа. После ее завершения Рауль Хаджимба и Сергей Лавров рассказали журналистам, какие темы были предметом переговоров. Обсуждалась ситуация на российско-абхазской границе, вопросы приобретения российского гражданства по упрощенной процедуре, реализация инвестиционной программы и вопросы социально-культурного развития. Этот перечень вопросов для нас является жизненно важным. И с российской стороны еще раз мы получили подтверждение готовности продолжать работу в этом направлении. И, надеюсь, результаты будут очевидны. Проект возобновления транзитных грузоперевозок по железной дороге через Абхазию в Армению также затрагивался на переговорах. Абхазия и Россия готовы рассмотреть этот проект. Все зависит от позиции Грузии. Есть даже правовая основа для того, чтобы это произошло. Она может опираться на те договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией в 2011 году, когда мы в это вступали. Понимая, что мы являемся суверенным, признанным государством и не живем в каком-либо замкнутом пространстве, эти вопросы нужно решать цивилизованно. Грузинская сторона, если будет готова к этому вопросу, то, как и было сказано Сергеем Викторовичем, я не сомневаюсь, процесс может быть
разрешен, и он будет выгоден Абхазии. Об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии глава внешнеполитического ведомства России сказал следующее. Мы в ноябре прошлого года предложили заключить договор о двойном гражданстве. Передали соответствующий проект документа, и сегодня мы этой темы касались. Рассчитываем, что он будет оперативно согласован и принят. Это позволит продолжить практику упрощенного предоставления гражданства. Не будем забывать, что подавляющее большинство граждан Абхазии уже имеют российское гражданство, и тем самым нам просто необходимо упорядочить этот процесс через заключение соответствующего договора. Встреча с министром иностранных дел Абхазии Дауром Ковы также была закрытой. После официальной части визита Сергей Лавров прогулялся по набережной Махаджиров, выпил кофе на знаменитой Брехаловке, а затем заглянул в Российский театр драмы. Сергей Лавров в эти дни стал самым часто упоминаемым в абхазских СМИ российским министром, а социальные сети пестрели разнообразными фотографиями с известным дипломатом. Абхазию Лавров с официальным визитом посещал в 2008, в 2009 и в 2011 годах. Тогда эти визиты были связаны с событиями, происходившими после августовской войны в Южной Осетии в 2008 году. Это период, когда после признания России независимости Абхазии заключались договоры, выстраивались межгосударственные отношения. На этот раз повестка визита Сергея Лаврова иная. По мнению российских политологов, это не только участие в церемонии открытия здания посольства, но и желание посмотреть, какова внутриполитическая ситуация в стране после прошедших выборов в парламент Абхазии. Елена Лоло для событий недели. В условном рейтинге важных событий, произошедших на этой неделе, на втором месте находится очередное, уже второе заседание сессии Народного собрания парламента Абхазии. 18 апреля новый состав законодательного органа страны образовал 9 парламентских комитетов, выбрал их руководителей и обозначил задачи. При этом названия 4 комитетов не претерпели изменений, остальные 5 видоизменились. Кроме того, парламентарии обсудили вопрос депутатских привилегий. Многие депутаты выступили за их отмену. К примеру, парламентарий Юрий Хагуш и Вианор Бебия выразили готовность отказаться от служебных автомобилей. Также депутат Дмитрий Дбар на этом заседании выступил с инициативой проведения онлайн-трансляции заседания парламента. По предложению спикера Валерия Кварчи этому вопросу будет посвящено специальное заседание Народного собрания. Рената Шакая побывала на сессии парламента 18 апреля. По результатам голосования в новом парламенте Абхазии, как и в прошлом созыве, будут работать комитеты по государственной правовой политике, бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, экономической политике и реформам, обороны и национальной безопасности. По предложению депутата Батала Тапагу, комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и демографии также будет заниматься делами ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Вице-спикер парламента Саид Харази выступил с предложением создать отдельный комитет по делам религии. Однако депутаты приняли решение включить вопросы религии в сферу комитета по образованию, науке, языковой политике и делам СМИ. Кроме того, были созданы комитет по культуре, делам молодежи и спорту, комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Депутат парламента Алмаз Джапова выделил 3 главных направления, требующих особого внимания – демография, языковая политика и здравоохранение. Алмаз Джапова выступил с предложением о создании отдельного комитета по линии здравоохранения, при этом отметив, что вопрос не только внутренний, но и внешнеполитический. Вопрос здравоохранения является крупным государственным, политическим и внешнеполитическим. Мне кажется, нужно вообще вопрос здравоохранения поставить отдельно раз, поставить его не только на уровне комитета парламентского, но и на уровне взаимоотношений с Российской Федерацией, переориентировать наши инвестиционные эти возможности в сторону здравоохранения для того, чтобы нашим гражданам не приходилось в меньшей степени совершать эти вынужденные поездки по вопросам своего здоровья. Инициативу депутата Алмаза Джапоа не поддержали. Депутаты Народного собрания избрали председателей 9 комитетов. Выборы руководителей 8 из 9 комитетов были безальтернативными. Только на должность руководителя комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками были представлены 2 кандидатуры – Лаша Ашуба и Дмитрий Ардзамба. Комитет возглавил Дмитрий Ардзамба.
По результатам тайного голосования Комитет по государственной правовой политике возглавил Валерий Агрба. Парламентарии отметили его большой опыт работы в этом направлении. Единственная женщина в Народном собрании Наталья Смыр будет возглавлять Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Уже на комитетских заседаниях будут избраны заместители руководителей комитетов. Депутаты Дмитрий Барба, Талтапагу и Алмаз Джапуа выступили с инициативой о проведении парламентских заседаний в прямом эфире. Большинство депутатов эту инициативу поддержали, и уже на следующем заседании этот вопрос будет включен в повестку. Рената Шакая, Саида Гухова, Абхазское телевидение. Еще одним немаловажным событием недели стало проведение в нашей республике акции по ранней диагностике онкологических заболеваний, которая проходила в Национальном онкологическом центре Абхазии с 18 по 21 апреля. В рамках акции все желающие смогли бесплатно получить консультацию онкологов. Жители республики обследовали специалисты международного уровня. Неделя ранней диагностики рака прошла под эгидой Евразийской федерации онкологов совместно с Евразийским противораковым фондом при содействии Минздрава Абхазии и Общественного фонда развития Амшра. Как проходила акция, расскажет Нисфа Аршба. Подозрительные новообразования на коже, долго не заживающие язвочки и трещины, увеличение размеров родинок. Все эти и другие симптомы могут сигнализировать о начале опасной болезни. И многие пациенты понимают, лучше не затягивать и вовремя обратиться к врачу. К Ирине Шлевко очередь с самого утра. Все идут к доктору на медосмотр. Кто-то уже перенес операцию, а кто-то идет для того, чтобы убедиться. Причин для волнения нет. Конечно, справимся, не первый раз. Это сложно для пациента, решиться, прийти, все показать. А для доктора, каждый пациент – это решение вопроса. То есть в каждом случае от начала до конца надо вопрос решить, надо проблему решить, и для пациента в форме для него комфортной. Поэтому нужно что-то удобное подобрать для пациента, и чтобы он вышел с чувством, что да, он все вопросы задал, на все вопросы получил ответ, и мы его удовлетворили. Запись на прием к этим докторам велась по телефону и на сайте за несколько дней до старта акции. В эти 4 дня специалисты планируют обследовать 140 жителей Абхазии. Главная цель проекта – первичная профилактика рака. Врачи призывают регулярно следить за своим здоровьем и не доводить до хирургического вмешательства, химиотерапии или других тяжело переносимых организмом видов лечения. Это специалисты высочайшего уровня. Такой небольшой охват, он из-за того, что сам пациент достаточно подробно обследуется, на него отводится достаточно много времени. И это пациенты, у которых рак еще не диагностирован. То есть это первичная профилактика, все, кто либо подозревает, либо просто захотел обследоваться по поводу рака, у кого есть онконастороженность. Самые страшные рассказы о внезапно увеличившемся числе онкобольных, как оказалось, лишь фантазии и преувеличенное воображение людей. Статистика – вещь упрямая, и говорит она об обратном. По некоторым показателям есть даже и улучшение. Тем, у кого в эти дни выявляют начинающую стадию онкозаболеваний, назначают обследование. Необходимые анализы сдаются здесь, на месте, в онкоцентре. Лаборатория, по признанию международных специалистов, не только оснащена уникальным оборудованием, но и гарантирует проведение высококачественных и надежных лабораторных исследований. Лаборатория действительно соответствует современным требованиям исследований, обработки материала и прочее. Цель – это гистологическая диагностика, то есть по морфологическому строению диагноз выставляется. И, в общем-то, оборудование нацелено на то, что может быть уровень исследования углублен до молекулярных исследований. Помощь в организации медицинского проекта оказали Министерство здравоохранения Абхазии и Общественный фонд Амшра. По словам руководителя акции «Неделя ранней диагностики рака», персонал, да и сам онкологический центр Абхазии приятно удивили. И если будет возможность, они снова приедут в нашу страну с той же миссией. Нисфа Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Акция по ранней диагностике рака завершилась в пятницу. За 4 дня пребывания российских специалистов в Абхазии обследования прошли около 200 жителей нашей страны. Много это или мало? А также, каковы предварительные итоги акции? На каких вопросах она заострила внимание абхазских онкологов? Мы обсудим с главным врачом онкологического центра Абхазии Львом Аргуном.
Здравствуйте, Лев Заабетович. Здравствуйте. Лев Заабетович, буквально 21 числа закончилась акция, которая называлась «Неделя ранней диагностики рака». Прошло не так много времени, но можно ли говорить о каких-то итогах? Проанализировали ли вы какие-то предварительные данные? Значит, по акции планировалось обследование от 80 до 120 человек. Обследовано более 200 человек. То есть и записалось до 400 человек, понимаете как? Это эти были не консультации, а обследования, поэтому то есть во времени были ограничены. Для вас это было неожиданно, что будет такой отклик? Для меня это было неожиданностью. Вчера только, они закончили. Значит, проходило это все, начиная с 9 часов утра, врачи приходили гораздо раньше, с 8 часов. Прием проводился до 16 часов, было как бы это определено, но и буквально до 17:00 потом проводились, кроме последнего дня, ежедневно лекции для нашего первичного звена. Предварительные итоги, они есть. На них я уже могу даже как-то ссылаться. В дальнейшем, когда будет проведен анализ, значит, мы готовы как бы это дать в прессу, через газету «Республика Абхазия». Предварительная договоренность уже в этом есть. Или иным средствам массовой информации. Спасибо. Скажите все-таки, вы сказали о том, что есть предварительные итоги. Да. Что-то вчера озвучили вы уже на пресс-конференции. Я бы хотела, чтобы вы сказали о главных выводах, которые вы сделали как главный онколог страны, и какие тенденции прослеживаются. Действительно, она важная была. Многие вещи мы как бы приняли к сведению. Нам было важно, чтобы наше население, которое очень трудно преодолевает себя, очень не всегда обращаются к нам. То есть уже когда совсем, как говорится, плохо, они обращаются к нам. То есть вы заставили задуматься о своем здоровье заранее, подойти, восполнили какой-то информационный пробел, как я понимаю. А почему вы говорите, что люди не хотят обращаться? Они боятся просто из страха какого-то? Наши люди, во-первых, не зная условий и возможностей данного учреждения, не зная наших врачей, значит, и плюс еще сам фактор, то, что это онкология, стыдятся, что-то кто-то их увидит, когда давались объявления. Я не стал заниматься такой как бы агитацией. Думаю, все люди, которые как бы беспокойны своим состоянием, они могут обратиться. Поэтому была через наше центральное телевидение единожды информация, потом бегущей строкой там несколько дней, и в нашей центральной газете «Республики Абхазия». Но все превзошло все ожидания, вы понимаете. Начались звонки, буквально уже до начала акции эта цифра превысила 200 человек. Пришлось там людям объяснять, что наперед, чтобы они не рассчитывали, что акция рассчитана. Я не случайно об этом и в газете указал, что до 120 человек с нашими людьми, отдельными иногда бывает сложно, чтобы показать, что это не моя прихоть, это обстоятельства такие, потому что пациент, который попадает туда, уже не должен уйти неосведомленным о своем состоянии здоровья, то, что его как бы беспокоит. Поэтому я наблюдал, мы все как бы друг друга знаем, пациенты шли как бы по кольцу, начиная с врача, потом рентген, маммография, там и лабораторный, УЗИ, и все это остальное, и по профильным отдельным врачам. Я видел, придя, как бы попав уже к врачу, значит, они в течение дня находились там. И это, то есть в день получалось, мы рассчитывали максимально до 30 человек. Значит, эта цифра была завышена. Не менее 50-60 человек в день проходило это обследование. Вы говорили о том, что выразили желание пройти обследование около 400 человек. Сколько в итоге было обследовано? И все-таки скажите, какова была картина? Я скажу, значит, обследовано более 200 человек. Значит,
Потом, как я уже сказал, будут делаться вызовы. Значит, другой момент, вот 400, да, до 400 человек, те, которые как бы не попадали, ну, конечно, к сожалению, были и возмущения. Я вот на эту часть вопроса ответил, пользуясь, значит, открытым как бы эфиром. Все те, которые были записаны, значит, мы их конкретно, то есть мы будем обзванивать, и с каждым отдельно говорить, все то, что делали другие, значит, делаем и мы по составу специалистов и по объему обследования. Вот эта акция, те, которые мы до конца ее проведем. Касаемо выводов, да, я скажу, это был основной момент, да, который, как бы даже назову так, будоражило население, вот, да, такая высокая онкозаболеваемость, даже высокие должностные лица. Я говорю, мы владеем статистикой, этого нету, да. Значит, я сейчас могу, и меня это радует, да, и назовите должно цифры. Радовать население. Мы не зашли за рамки существующих цифр, да, то есть то, чтобы нас напугало. Да, во время проведения таких акций процент выявления, значит, достигает более чем 10%. Да? По предварительным, которые данные вот эти есть, я там смотрю, не более 10%. Ну, это на самом деле, да, это можете себе представить, там 200 человек, и 10% должно 20 человек выявлено. Буквально там до десятка человек, которые выявлены. Поэтому у нас с заболеваемостью, я не скажу потому что этот термин неуместен, это смертельно опасное такое заболевание. У нас во много раз лучше, чем в других как бы регионах. Римза Альбертович, а как вы думаете, не связан ли вот этот всплеск с тем, что сюда приехали другие специалисты, российские специалисты, специалисты с квалификацией мирового уровня? Может, в этом загвоздка? Я вам скажу. Значит, вся ситуация, которая да, вот, да, у нас в народе, да, сейчас существует, да, по поводу здравоохранения, да, то есть она существует также и в адрес как бы и онкологии. То есть здесь, как вот в государстве, не бывает, чтобы одна какая-то служба вот вырвалась, а другая это. Все это говорит о нашем таком общем состоянии. К сожалению, я об этом говорю, и с этим я изначально не соглашался. Не то, что касаемо моего учреждения, очень много говорилось в адрес республиканской больницы, роддома. Значит, я скажу, по уровню специалистов и все, выше среднего у нас уровень. И, может быть, не хватает какой-то организованности внутри, да. И я это почувствовал тоже на себе, да. Но у нас, в принципе, есть своя особенность, еще и заболевания, да. Психологический такой барьер тоже непростой. Но такое количество я, правда, не ожидал. И это еще раз говорит о том, что наши люди с недоверием относятся к нам. Ну, будем так, в семье, если тоже даже бывает врач, лучше другой, чем свой, да. Вот я такое сравнение приведу. Яшат Замубрис, Гуяна, год, пускай никто не обижается, и я всегда в кругу своих друзей об этом говорю. Харах хатаха бзия хамбар, аджги бзия дахбадзом. Я ус и схет. И я скажу, вот, да, пользуясь таким эфиром, что все те, которые еще не прошли и которые повседневно обращаются, и, да, мы с ними находим контакт, и я уверен, они останутся довольны. Может, это не скромно с моей стороны, они останутся довольны и отношением к ним, и уровнем обследования, и очень комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей. И люди на самом деле работают на своих рабочих местах, значит, даже иногда превышая вот тот режим работы, который им предоставлен. Наши специалисты чувствовали себя на равных с ними? Естественно, да, чувствовали на равных с ними. Значит, есть особенности по некоторым отдельным нозологиям. Да, это упирается тоже в инструментальное оборудование. А так в целом
учреждение, да, на таком среднем уровне, оно может обеспечивать, то есть повседневно, оказание онкологической помощи нашему населению. С 2004 года в Абхазии действует государственная целевая программа по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных. Да. Скажите, хватает ли средств на полноценную реализацию этой программы? Ну, я, знаете, как сказал бы, ближе к тому, что хватает. В каком смысле? Значит, у нас с 2004 года, да, это уже отношение к акции не имеет, это еще раз подтверждает уровень сегодняшней нашей онкологии, да, условия, которые созданы. Сегодня проблемы с проведением химиотерапии в России тоже очень серьезные. Поэтому я все в сравнении. Не сказать не могу, потому что это одним из самых важных разделов этапов лечения. У нас так были моменты, когда я так скажу, тоже и косвенным инициатором, может, даже и я был, мне это не нравилось. Значит, часто бывает, наши выезжают за пределы республики, и там им назначаются дорогостоящие препараты, так называемые таргетные препараты третьей линии. То есть, да, есть стандарты лечения онкологических больных, 3 стандарта, это и у нас, и в России, как говорится, и за рубежом. Только, может быть, наименование препаратов, а состав, то есть, да, препаратов, он один и тот же, да. Значит, первые 2 линии, они менее, как бы, дорогие, да? И, значит, естественно, нам позволяется первые 2 линии, то есть, да, вот я так в сравнении скажу, чтобы для широких слоев населения было понятно, когда лечим воспалительное заболевание, начинаем с самого, да, с таблеток там, ну, старых люди их знают, там, алитетрин, там, ампицилин, пенициллин, а потом более к сильным и широкого спектра действия. Так и в лечении онкологических больных существует этапность, которая только в редких случаях там прерывается, это до 5%, это только онкологи, и то в составе консилиума могут рассмотреть. В целом идет вот эта этапность, которая иногда нарушается. Со стороны приезжают из России с такими рекомендациями, значит, и их было очень много. То есть, если начинают уже с иной схемы, то есть тогда все возможности для пациента будут ограничены в дальнейшем, да, то есть над этим институты работали, над механизмом лечения, да, начинают с первого, потом вот так вот, да. Поэтому я сказал бы, что это работает, да, то есть фонд обеспечивает по первым 2 линиям, а по 3-й линии, если это необходимо, значит, мы это выписываем. А другая сторона, но это происходит таким образом, это все идет на Министерство здравоохранения, то есть после консилиума, и Министерство здравоохранения присылает дальше. То есть даже министр здравоохранения самостоятельно вопросы приобретения данных препаратов для пациентов не решает. Но это небольшой процент. Скажите, а вот приобретение препаратов 3-й линии, о чем вы говорили, это входит в целевую программу? В саму программу, да, эти препараты выведены. То есть и то финансирование, которое было, оно было недостаточным, будем так говорить. Да? Когда программа началась, я так вскользь цифры приведу, мы начинали с 20 человек, а у нас сегодня их 300. Тогда то, что выделялось Фонду медицинского страхования, тогда было 3%. Сегодня 1% помогает Министерство здравоохранения. То есть оно параллельно с фондом работает по нашим заявкам. То есть мы сами не единолично не приобретаем эти препараты. Мы делаем заявки на фонд Минстрахования. Фонд Минстрахования через аптечную они обеспечивают нас. Препараты приобретаются только в Российской Федерации? Естественно. Да, да, и бывает периодически, бывает серьезный сбой тоже по отдельным наименованиям, да. В этом случае что вы делаете? В этом случае заменители, да, но заменители иногда бывают ограничены. И вот сейчас это ощущается по некоторым препаратам, потому что они были европейского производства. И россияне, российская фармация по этим наименованиям, как бы, да, свою аналоги они
как бы не создали. Поэтому сейчас специально дано, я знаю, задание, чтобы отечественные аппараты, значит, да, вот, работали над выпуском наших отечественных препаратов. Поэтому иногда бывают сбои, иногда возмущаются. Значит, об этом нас предупреждает фонд, что данных препаратов на рынке нет. Мы говорим об аналогах, но бывает в отдельных случаях, которых и нету, да, потому что уже в связи с политическими этими Европа как бы, да, ну, не обеспечена. Скажите, а с международными какими-то организациями здравоохранения идет сотрудничество сейчас? В данный момент нет. Но буквально где-то 2 года назад МАН был представитель с Саудовской, по-моему, Аравии. Ну, и они нас познакомили, пригласили в Министерство здравоохранения. Он изъявил желание, возглавляет там центр тоже медицинский. И в дальнейшем, как бы, да, в вопросах подготовки кадров, там уровень тоже неплохой. Потом, ну, в связи с этими событиями, да, то, что происходит сейчас вот, да, в Азии, и как-то вот этот мост прервался, обменялись координатами, а так с другими организациями нет. Вообще наш центр самостоятельно что-то ищет, выходит с инициативами, допустим, найти те же источники получения, допустим, лекарств, не источники, а пути поступления препаратов, чтобы как бы не оставлять жителей нашей страны без лечения. Вы знаете как, я ограничен в этих действиях, и поэтому, то есть я не только химиопрепараты, обычные препараты, то есть если раньше руководитель, видя статистику там, и расходы, приобретал сам, сейчас этого нету, да, уже с прошлого года, то есть как созданием казначейства и все остальное, значит, не только химиопрепараты, но и обычные лекарственные препараты, то есть мы пишем заявки и все остальное. Поэтому я не могу быть в этом вопросе проводником, потому что если даже я кого-то найду, значит, там может договор не состояться. И я не делаю этих шагов, чтобы не выглядеть несерьезным. Да, часто обращаются, но я отправляю их в Министерство здравоохранения. В одном из интервью вы говорили о том, что по статистике заболеваемость раком со смертельным исходом вышла на 2-е место после сердечно-сосудистых. Так эта статистика и держится на одном уровне в мире и у нас в стране? Рак легких, то есть на протяжении уже 15 лет, да, занимает, и в мире то же самое, да. Но меня беспокоит заболевание молочной железы, да. Вот оно вышло уже 2 года на 2-е место, да. А рак легких вы не закончили? На каком уровне сейчас месте? Нет, ничего не изменилось, да. Ничего не изменилось. На 1-м месте, да, он во всем мире находится на 1-м месте. Это трудность диагностики. И все, не всегда рентгенография, значит, позволяет выявить тот и иной очаг. То есть, но, почему я все время говорю? Есть клинические особенности протекания данного заболевания. Мы, то есть на своем уровне, мы как бы сотрудничаем с противотуберкулезным диспансером. Бывали моменты, то есть мы в рабочем порядке иногда выражаем друг другу, я в первую очередь, недовольство. Говорю, вот лечили, там единичные случаи бывают. Поэтому мы договорились, условились, что если там трудно дифференцируется, да, бывает, там БК не всегда показывают, да, заболевание туберкулеза. Значит, прежде чем начать лечение, значит, обязательную консультацию пульмонолога, торакального хирурга, то есть из числа онкологов. Поэтому по клиническим проявлениям, по косвенным анализам, если онкомаркеры, все, мы понимаем, когда что-то неблагополучно с данным человеком, и назначаем уже компьютерное исследование. Поэтому самое главное – это обращаться в специализированное учреждение. Особенно есть группа рисков, часто там воспалительные заболевания легких, я не говорю уже там о предпосылках к туберкулезу. Это дает уже, это уже прямой путь к онкологии. Поэтому
они должны просто обращаться, и с ними обойдутся, и внимательно, и разберутся в нем. Я не привык, да, к комплиментам и никогда на них не ориентируюсь. То есть мы со своей командой, я ее так могу назвать, команда единомышленников, которые делают одно дело. На самом деле иногда бываю я жесток и к себе, и по отношению к врачам, то есть и извлекли мы из этого и сами наши коллеги, которые были. Компактность учреждения, то есть, компактно я так говорю, в дальнейшем, конечно, коечного фонда надо как там еще увеличивать, да, практически в 2 раза, если мы хотим, то есть полностью именоваться как бы, да, центром, где, то есть перспектива развития, да, и возможность. Да, то, что не наблюдается, вот скажу, в больших центрах там. Специалисты друг от друга зависят. Когда он рядом, легче разобраться в данной ситуации. Пациент, попадая к нам, когда диагностируется рак, то есть в этом вопросе участвуют все. Значит, и химиотерапевты, и хирурги, там, и маммологи, и гинекологи, и каждый пациент мы определяем. Потому что вот эта этапность в зависимости от самой формы заболевания, от ее стадии, значит, зависит, какой вид на первом этапе избрать. Это или хирургическое, или лучевое, или химиотерапию. Это тоже бывает, называется это неадъювантной терапией, когда видишь, очаг есть, значит, ты уже, то есть, понимаешь, что одного оперативного лечения будет недостаточно, чтобы люди так понимали немножко, что проводится там профилактические 3 курса лечебных, опухоль как бы уменьшается и потом делается оперативная. То есть, это особенности. Есть стандарты лечения, которых придерживаются. Проводят 2-3 курса химиотерапии. Если от данной схемы лечения нет эффекта, то есть это всегда подтверждается на каждом этапе лабораторными данными. То есть потом выводится опять на консилиум, меняется схема, то есть и они, то есть всегда находятся в поле зрения. То есть, а там происходит, мы все живые люди, это человеческий фактор, к сожалению, каждый считает себя князьком в своем отделении, и когда им передают уже как бы, вот хирурги закончили свой, передали химиотерапевтам, да, уже химиотерапевты, и дальше симптоматическое лечение, когда, будем так говорить, если в поздней стадии там возникло заболевание, они же до конца своих дней находятся у нас. Понятно, первые 2 стадии, как бы там, где излечимость очень высокая, да, более 90%, а те находятся, и они как бы за них не несут ответственности. Но здесь должны нести ответственность после 3 курсов обязательно профильный хирург или гинеколог или маммолог, она просматривает, у нее есть опыт, она знает, на что обратить внимание. Она использует дополнительное обследование. И потом, когда видя, что рецидива нет, ничего, то есть это лечение продолжается. Результаты паллиативной химиотерапии, вот с 3-й, 4-й, там, где уже полному излечению не подлежат, значит, у нас очень высоки. В России меньше занимаются этим, а порой даже и не берутся. Но как так? А их как? И мы начали как бы вот такую паллиативную химиотерапию проводить. И результаты на сегодня действительно, да, с 3-й, 4-й стадии 5 лет. Вы знаете, это цифры очень большие. Поэтому, когда они становятся на учет, мы всегда обязываем родственников, чтобы мы один раз увидели. Если не можете доставить, мы должны увидеть его на дому. То есть, здесь очень много проблем. Да. Вы говорили о том, что возросло количество заболеваний молочной железы. Что еще бы вы могли назвать, какие еще тенденции? И в связи с чем это произошло? Есть особенности тоже у нас свои, да, но для этого отдельно нужен круглый стол и таким с расширенным участием. Здесь есть и определенные, да, национальные особенности, культура, образ жизни, все. Значит, бывает так, мы придерживаемся одного, а теряем в другом, вы понимаете, да, я так как-то говорю, есть особенности, да, физиологии, да, развития. То есть все должно делаться. Женщины должны вовремя замуж выйти.
вовремя родить ребенка, да, почему из числа нерожавших очень высокий процент, примерно так, грубо. Я над этим, мы сейчас над этой статистикой работаем, значит, 70 к 30, вот грубо, вот такое соотношение. Но для этого у нас вот по заболеваниям молочной железы, значит, действительно у нас для этого все есть, да. Вот есть специалист, есть, значит, уровень обследования, есть УЗИ, есть маммография, то есть, да, рак молочной железы молодеет, значит, да, и там от 40 лет. Скажите, что бы вы посоветовали людям в связи с тем, что увеличивается вот такая заболеваемость, как себя вести, как себя не вести, как нужно правильно поступать? Есть некоторые моменты тоже, в общем, которые и радуют. Профессор-дерматолог, да, значит, она была здесь до войны. В ходе, да, двухдневных консультаций, когда проводила лекцию, она акцентировала на том, что меня, говорит, поразило. То, что она осматривала, да, всех, да, кожные покровы, да, казалось бы, юг, география. И она была еще удивлена, что таких пятен родимых или еще что-то. То есть, и даже высказала так, говорит, если сравнить ваших женщин, которых я осматривала, говорит, с нашими российскими женщинами, у ваших женщин 60 лет кожа намного эластичнее и красивее, чем у наших 30-летних. И ее очень это заинтересовало. Подготовлен базовый приказ по онкологии. Я хочу узнать, в чем суть этого приказа, что там нового, потому что непонятно, вы скажите точнее. Скажу. Да. Сегодня вопросы преемственности не соблюдаются, да. То есть всегда настороженность должна у работников первичного звена быть, где есть определенно, это не только рак сразу он не рождается, да, есть группа заболеваний, да, начиная с легких, хронические заболевания легких, начиная просто с банального воспаления, которое дважды-трижды в год повторяется, это уже повод. Потом есть хронические обструктивные заболевания, особенно у ребят наших, которые прошли войну, вы понимаете, да, переохлаждение, все остальное. И это уже группа риска, которых нужно отправлять на консультацию онкологам, которые ежегодно должны То есть приказ проходить. Будет обязывать врачей? Приказ мне даст обязывать, да, уже административно влиять на эти процессы. Вплоть до обязательных исследований, то есть в вопросах информирования, плюс еще моменты, взятие, будем так, мазков, то, другое, то есть это обязательные моменты, которые свыше 40 лет, маммография, то есть это правда очень объемно, и все это не скажешь. Поэтому иногда я отвечаю на один вопрос, все вопросы, они взаимосвязаны. И когда этот приказ должен выйти? Я думаю, он уже должен был выйти, да, уже месяца 2, как он отдан, этот проект. И, то есть Министерство здравоохранения полностью одобряет его и поддерживает. Но чтобы у нас не получилось, как с другими решениями, да, скажу, непопулярными, это отдано первичному звену. Сегодня введены стандарты. Они до этого не были, буквально с прошлого года, стандарты, кроме гистологии, да, есть на молекулярном уровне, проводите гистохимию, понимаете? И прежде чем начинать лечение, это вменяется специализированным центром, в том числе и нашему. Мы будем выглядеть неубедительно, если кто-то из наших пациентов попадет туда. Могут в наш адрес прозвучать эти моменты. Мы ждем этих реактивов, да. У нас появился патоморфолог, он занялся. То есть у нас в основном заболеваемость сосредотачивалась по основным нозологиям, гинекология, рак легких, желудка, кишечника и все остальное. Системой крови у нас не было специалистов, и та, которая была, уехала, и у нас не было информации. Но на сегодня мы уже на протяжении более чем 5 лет занимается лимфомами наш доктор, да, и довольно успешно.
К сожалению, это одна нозология, это сегодня, будем так говорить, заболевание нашего времени, да, и ее немало. Лимфомы, да, они уже как бы стабильно увеличиваются, потому что они до этого не диагностировали. Человек, который начал их диагностировать, он этой патологией занимается. Плюс гематология. Гематология, значит, это один из самых таких сложных разделов. И еще проводится очень дорогостоящее лечение. Вот из всей акции, да, конечно, гематолог была с гематологического центра, и было ряд больных, я сейчас о количестве, до десятка это точно больных, которые заслуживали внимания. Там есть определенная диагностика, да, когда берется трепан-биопсия с грудины. Банально но и потом в исследовании там есть свои особенности. Мы об этом уже думаем. То есть сегодня возрастает и лимфома к числу существовавших болезней, и гематология. Значит, и я поинтересовался, мне очень интересно было пообщаться с ней. Значит, то есть она кандидат наук, работает в стационаре гематологии, лечение от 1 миллиона и выше, те, которые работают, они по квотам, то есть их государство обеспечивает всеми медикаментами. И у нас тоже в этой связи возникают кое-какие моменты. Во-первых, есть там свои особенности, да, в дальнейшем проведения, потому что уже на протяжении вот этих дней в тесном контакте доктор находился наш с ней. Да, и мы готовы, то есть тоже его обучить, чтобы он брал. Это несложно, любой из онкологов, хирургов может этим овладеть. Поэтому мы с этим вопросом будем как бы на «вы». Основой всему является ранняя диагностика. Также и у нас в онкоцентре в первую очередь мы обращали вопрос на это. Значит, и чтобы люди понимали, что ранняя диагностика – это не высокие технологии, это не ведущие специалисты, даже те, которые к нам приезжали высокого уровня, это врачи профильных учреждений, которые знают особенности как бы каждого профильного вида онкологии, как оно протекает, и могут на ранних стадиях сами выявить или же направить в правильное русло. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы всех наших граждан попросить, если у вас какие-то самомнения, не слушая никого, обращайтесь к нам. Спасибо вам большое за интервью. Всего доброго. До свидания. В нашей программе принимал участие Лев Аргун, главный врач онкологического центра Абхазии, который подвел итоги акции по ранней диагностике рака. А теперь о событиях субботы, 22 апреля. Эдуард Адлиба дал признательные показания в совершении убийства гражданина Рафика Чалакяна, 1945 года рождения, и покушения на убийство его супруги, которое произошло 6 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района. Как сообщил официальный сайт МВД Республики, Эдуард Адлиба, 1963 года рождения, задержан 12 апреля этого года. 18 апреля суд Сухумского района избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Адлиба содержится в ВВС МВД Республики. Расследование по данному уголовному делу проводит прокуратура Сухумского района. Накануне 21 апреля Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении начальника управления уголовного розыска МВД Абхазии полковника милиции Джими Ажиба по обвинению его в превышении должностных полномочий и в 2 эпизодах вымогательства. В связи с этим пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что поводом для возбуждения уголовного дела явилось заявление Сергея Калякина, а основаниями факт изъятия у последнего сотрудниками УГРО 3 транспортных средств, которые находятся в розыске, в том числе по линии Интерпол.
Об этом стало известно в рамках мероприятий, проводимых по факту убийства Руслана Бения, которое произошло 3 января 2017 года в городе Гагра, где в ходе обыска помимо транспортных средств были обнаружены 3 автомата, боеприпасы, патроны более 1200 штук, оптический прицел, пистолет и наркотическое вещество растительного происхождения в крупном размере. По всем этим фактам в отношении Калягина УВД по Гагарскому району возбудил уголовное дело, а он сам арестован судом. Впоследствии по ходатайству прокурора района Калякину мера пресечения заключения под стражу была изменена на не связанное с лишением свободы. В сообщении МВД Республики говорится, что в связи с вышеизложенными обстоятельствами постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное будет обжаловано в суде. Официальная делегация Республики Абхазия во главе с премьер-министром Бесланом Барцыцем приняла участие в церемонии инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. В составе делегации министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба. На церемонии инаугурации премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц зачитал поздравительный адрес от лица президента Абхазии Рауля Хаджимба. Дорогие граждане Республики Южная Осетия, государства Алания, уважаемый Анатолий Ильич, уважаемые гости, для делегации Республики Абхазия большая честь присутствовать на торжественной церемонии вступления в должность избранного президента Республики Южная Осетия, государства Алания. Позвольте мне зачитать поздравительный адрес президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Ильичу Бибилову. Уважаемый Анатолий Ильич, от всей души поздравляю вас с избранием президентом Республики Южная Осетия. Победа на выборах – яркое доказательство доверия граждан и ожидания лучшего будущего, который юго-осетинский народ связывает с вашим именем. Мы уверены, что новое поколение абхазской и осетинской молодежи и впредь будут свято чтить, помнить подвига наших достойных предшественников, продолживших путь к единению и сплочению наших народов. Выражаю уверенность, что под вашим руководством связи между нашими братскими народами будут и дальше укрепляться и расширяться. Желаю вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в служении на благо народа Южной Осетии. С уважением, президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль. Гонщик из Абхазии Тимур Соломко выступил на чемпионате России по ралли под флагом нашей страны. Соревнования по автогонкам ралли «Мастерс-шоу» 2017 проходили в Москве 21 и 22 апреля. На официальном сайте ралли опубликовано сообщение от командира экипажа безопасности Тимура Соломко о том, что зрители стоят безопасно и в целом все проехали хорошо. «Мы проехали неплохо, хоть и на гражданских колесах», – написал пилот. Это все новости, о которых мы успели вам сообщить. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.